Среди многочисленных детей Чингисхана от его нескольких жен наследниками престола считались лишь 4 сыновей, рожденных главной женою – Джучи, Чагатай, Угедей и Толуй. Старшим из 4 наследников был Джучи, который помогал отцу объединять под единой властью разрозненные монгольские племена, а затем сопровождал Чингисхана в походах на Китай и Среднюю Азию. После этих походов Чингисхан поручил своим 4 сыновьям управлять 4 частями монгольского государства. Джучи получил в удел западную часть империи. Чингисхан включил в удел Джучи всю Кыпчакскую степь от Иртыша до Каспия, а также все земли на западе, которые только смогут завоевать монгольские войска. Джучи был обязан немедленно выступить на их завоевание, однако по разным причинам не выполнил этого приказа отца. Походы на запад продолжились лишь при сыне Джучи – Бату. Джучи умер в Средней Азии еще при жизни Чингисхана. В центральном Казахстане существует Дюрбе XIII века, которое местные жители считают местом захоронения Джучи. Западный улус Джучи стал фундаментом, на котором после скорого распада Монгольской империи образовалось новое государство – Золотая Орда. Последующие правители этих территорий были потомками Джучи, потому западную ветвь династии чингизидов называют джучидами. Джучидами были ханы Золотой Орды, Крыма и ханств Поволжья. От младших братьев Джучи тоже произошли правящие династии. Чагатай положил начало линии чингизидских правителей Средней Азии, потомки Толуя правили в Иране и Китае, а Угедей унаследовал Монголию.